Итак, а почему летом волосы особенно портятся? Наверное, таким вопросом задаются многие женщины. Сохнут волосы, выглядят иногда как мочалка. Не всегда, конечно же. Многих женщин из числа наших телезрителей точно беспокоит этот вопрос, потому что меня беспокоит. И я решила задать этот вопрос специалисту, который сегодня вместе с нами. Специалист высокого качества, человек известный в столице Республики Башкортостан, мастер по волосам Ольга Апрелкова. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Вот насколько я понимаю, если это правда, ультрафиолетовые лучи в летний период времени, они больше воздействуют даже на волосы, чем на кожу. Мы вчера просто говорили о том, как защищаться от ультрафиолетовых лучей, использовать SPF обязательно. Но я прочитала потом, что волосы-то, оказывается, еще больше страдают. Конечно, безусловно, летом нужно уделять больше внимания волосам, защите от солнца. Особенно если мы говорим о каких-то историях про море, да, бассейны, конечно же. То есть летом хочется больше времени проводить на свежем воздухе. Соответственно, наши волосы страдают от солнышко в том числе. То есть зимний уход за волосами, он отличается от летнего, все, сезонность какая-то в этом тоже есть? Действительно, это две разные истории. То есть зимой, если мы будем рассматривать уход, это больше питание, то есть акцент на питание будет. Летом это будет больше на увлажнение. Ну и, конечно же, защиту, как я сказала. То есть мы покупаем средства, которые увлажняют. Все верно. Вне зависимости от типа волос. Сухие, жирные. Да, все верно, Лиль. Я шучу, конечно. Все продукты делятся по типу волос. Если мы хотим получить красивые, здоровые волосы в результате использования тех или иных средств, конечно, нам нужно придерживаться. Производитель четко указывает, зачастую, да, четко указывает, если мы не берем какие-то продукты, которые подходят для всех типов волос, когда ничего не нужно решать, защищать, просто чистые волосы нужны. Если мы будем говорить о каких-то задачах, там, защита от солнца, увлажнение, то, соответственно, мы будем выбирать с решением поставленной задачи. Если у нас кудрявые волосы, мы будем делать акцент на продукты для кудрявых волнистых волос. Просто это не маркетинговый ход, да, это действительно работающее средство на конкретный тип волос. Как понять? Ну, как понять, кудрявые, ну кудрявые. Но мы же блондинки. Это кудрявые, понятно, волосы. Жирные, сухие. Я вот не понимаю, какие, например, у меня волосы. Мы можем это дома определить? Конечно, лучше, если будет ваш специалист определять тип волос. Потому что, ну, все понятно, специалист есть специалист. Мы с вами можем что угодно определить. Ну, например, мы можем грубо делить. Мы вот блондинки, как я сказала. То есть мы окрашенные, да, имеем окрашенные волосы. Соответственно, мы выбираем уход и защиту по типу для окрашенных волос. Если мы обладательницы натуральных волос, да, подростки, например, девочки, дети, пожалуйста, мы можем, мужчины, мы можем выбирать уже такое, без определенных задач. Ну, что-то такое нейтральное. Подходящее для всех типов волос, например. Или кто-то использует химическую завивку, к примеру, там более щадящие продукты. То есть... Так, хорошо. Как летом правильно сушить волосы? Об этом расскажем. Летом сушить волосы лучше на морском ветру, конечно. Ну, что вы говорите? Мы отдыхаем в Республике Башкортостан, Ольга. У нас ветер башкирский, укладка башкирская. Соответственно, фены, главное, можно не использовать. Нужно... В таком случае все зависит от того, что мы хотим получить на выходе. Если мы никуда не собираемся, если у нас сегодня выходной, то вполне допустимо не сушить феном. А если все-таки мы хотим какую-то укладку получить, да, то объем очень любит хорошо высушенные корни. Поэтому мы используем фен. Но фен летом это неплохо. Нет, конечно. То есть если мы используем термозащиту, которая защищает наши волосы от горячего воздействия воздуха, то воздуха фена. А также, если мы используем в дальнейшем уже какие-то термоинструменты, то здесь у нас защита будет повыше. Обязательно нужно использовать до 230 градусов. Так, значит, летом мы используем увлажняющие средства, да, по уходу за волосами, шампуни, кондиционеры. Если мы используем утюжки, фены, то обязательно термозащита. Обязательно. Шампуни подбираем по типу волос. То есть у линейки в бане стоит шампунь условно для брюнеток, а я блондинка. Еще то, что первое пришло в голову. Значит,
нежелательно, но один раз можно, мы точно не облысеем, в принципе, это проверено. Это, кстати, про шампуни в бане. Ой, это отдельная тема, очень актуальная, я считаю, потому что вот этот вариант, для бани пойдет, а потом это минус 40 у нас, как всегда, зимой бывает, да, продукт вымерзает. Летом это обратная история у нас, и также высокие Значит, температуры. баня нагревается, Ну, и все безусловно. средства, гели, шампуни Они стоят просто в бане варятся. часто, Конечно, да, горячие. конечно. Это То есть плохо? Это очень плохо. Это вообще непредсказуемая история. И в тот момент, когда мы распаренные, наша кожа максимально готова получать питательные вещества с продуктов, мы наносим неизвестно что. Потому что никто не может предугадать, что Под воздействием высоких температур с этим там средством происходит. может Конечно, произойти. конечно. Значит, держим их в предбанничке как минимум, да, не внутри. Да. То есть производитель указывает допустимый температурный режим хранения, и все-таки следует его придерживаться. Да, но это в том случае, конечно же, если вы любите следить за собой, если вы следите за тем, как вы выглядите, как выглядит ваша кожа, ваши волосы. Конечно, все это визитная карточка. Поэтому несколько советов мы сегодня вам дали. Ольга, мы вас благодарим.